В Ишкарале прошел республиканский фестиваль боевых искусств. Физкультурно-оздоровительный комплекс «Спартак» собрал сторонников спортивных единоборств из городов России. О технических приемах разных направлений в репортаже Ирины Ильдюковой. В рамках фестиваля состоялся открытый чемпионат МРЛ по киоке, сюнкай, карате. Победители определялись в 5 весовых категориях. Медали разного достоинства получили как хозяева, так и гости. Впервые на фестивале был представлен новый вид рукопашной борьбы, основанный на русских боевых традициях – засечный бой. Меньше года его развивает общественное движение в поддержку боевой традиции «Стрелы Перуна». В основе засечного боя лежит имитация работы холодным рубяще-режущим оружием. Дело все в том, что в былые времена была такая необходимость у воинов зачастую сражаться вне плотного строя. И была вероятность того, что противник мог оказаться и за спиной, и с флангу, и зачастую иметь численное преимущество. Именно поэтому была необходимость ведения боя в окружении против нескольких противников. В отличие от единоборства, здесь предлагается схватка 1 против 3. И один в поле воин. Таков девиз спортсменов, практикующих засечный бой. В рамках нынешнего фестиваля боевых искусств прошел межрегиональный открытый турнир по засечному бою. В легкой и средней весовой категориях Кубок боевого братства завоевали ишкаралинцы Иван Стан и Дмитрий Удовихин, а в тяжелой Дмитрий Кузнецов из Краснодарского края. Пока сечью занимаются взрослые, но скоро планируется набрать и детские группы. Это, конечно, повод для отдельного разговора. А организаторы состоявшегося фестиваля отмечают растущий год от года интерес к боевым искусствам. У нас более 10 видов спорта объединяют местное отделение Российского боевого союза. И поэтому занятия восточными боевыми искусствами, они требуют, конечно, проявления от молодого поколения. Это и как физических качеств, так и умственных. Поэтому я считаю, что те люди, которые занимаются восточными боевыми искусствами, конечно, они принесут большую пользу обществу. Все участники были отмечены памятными дипломами Российского союза боевых искусств, а лучшие получили благодарственные письма. Этот фестиваль завершился, а следующий уже включен в спортивный календарь 2013 года. Ирина Ильдюкова, Олег Третьяков, Вести МРЛ, Ишкарала.